посмотрите, что на мне. Это авторство Изабеллы Дардосовой, восходящей звезды дизайна одежды, можно же так сказать, да? Неделя высокой моды, еще что? Потом меня после недели моды пригласили в Шанхай. Сейчас я продолжила учебу на архитектора. Сейчас я являюсь 5-м курсом. Студент архитектурного. Да. Бросаю учебу, закрываю ателье, сидит дома. Я такая, нет. И сразу начала рисовать. Изабелла Дардосова, дизайнер, основатель бренда одежды «Инники». Родилась в Намцах, выпускница колледжа креативных индустрий, а я Рустар по специальности дизайнер одежды. Студентка 5-го курса инженерно-технического института СВФУ имени Амосова по специальности архитектура. Ее творческий путь начался с гран-при Всероссийского конкурса Fashion Boom в 2018 году. Потом была череда триумфальных финалов в известных международных конкурсах молодых дизайнеров «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла», «Лидеры моды». Гордится неоднократным участием в Московской неделе моды, а также показами в рамках Всемирных недель моды в Шанхае и Даляне. Является участницей Восточного экономического форума 2024 года в городе Хабаровске. Добрый день! Здравствуйте. Я с таким удовольствием сегодня представляю нашу гостью. Во-первых, потому что посмотрите, что на мне. Это авторство Изабеллы Дардосовой, восходящей звезды дизайна одежды, можно же так сказать, да? Не только республики, но и мира. Не побоюсь этого слова. Но обо всем по порядку. Изабелла, этот год для вас какой-то фееричный совершенно. С чего все началось? Вот только в этом году. В этом году с чего все началось? Началось с недели моды. То есть уже вот в феврале месяце я узнала, что я прошла отбор на ВДНХ, на свой собственный показ со своим брендом. Я до последнего не верила. И когда мне пришло письмо, я была так счастлива, что я даже заплакала немножко. И я представила свою коллекцию кожаную под названием «Дельта». «Дельта». Да. Вдохновленная? Вдохновленная фрактальной структурой дельты реки Лена. Ух ты, как интересно. Ну, я думаю, что мы сможем показать фотографии, да, для того, чтобы зрители тоже имели представление, как это выглядит. Это невероятная, мне кажется, конструкторская больше даже работа, чем дизайн, да? Ну да, и дизайн, и также я разработала свою авторскую технику. То есть коллекция была выполнена из натуральной кожи. И я вдохновлялась рельефами реки Лена, и то есть из кожи делала вот эти вот переплетения, узоры. Ну, рельефы реки Лена, это же не стоя на берегу, да? Это не такая история, я сижу на берегу, созерцаю, играю на хомусе и вдохновляюсь. Это же немножко как будто бы снимок с высоты птичьего полета. Да. Я вдохновлялась именно космическими проекциями, смотрела карты, и вот эти вот фрактальные вот эти вот фракталы, да, бесконечные рукава меня очень сильно вдохновили. Да. То есть вот эта неделя моды в Москве, которая прошла не так давно. В марте, 8 марта у меня. А до этого еще что-то было? Или после этого, наоборот? Когда был Китай? Китай вот после уже. После, да? Да. Так, хорошо. Неделя высокой моды, еще что? Потом меня после недели моды пригласили в Шанхай. Сами организаторы мне написали. И по каким-то критериям, по их критериям прошла, получается, отбор и представляла Россию. Вот. А что там было за мероприятие? Это был благотворительный показ и на тему защиту африканских женщин и детей. И коллекции должны были выполнены из натуральных материалов. Ну и кожа. Да, это тоже в том числе. Очень в концепции была. Да. Что было еще? ВЭФ. Потом, да, меня тоже пригласили с этой же коллекцией на Восточный экономический форум, на интервью, на прямой эфир. И я там рассказывала о своем бренде и о коллекции. Но это же не
не первая коллекция. Да, не первая коллекция. Я коллекции делаю уже с первого курса, как я поступила в креативный колледж технологии дизайна. Это было когда? Потому что, то есть колледж вы закончили уже, Да. да, и сейчас являетесь... Сейчас я продолжила учебу на архитектора. Сейчас я являюсь 5-м курсом. Студент ЗУФУ. архитектурного. Да. Ой, как интересно. То есть будущее свое связываете с архитектурой больше или все-таки с одеждой? Ну, я хочу укрепить архитектурные свои знания, так как это более, мне кажется, ну, больше душа лежит. Как бы я хочу попробовать именно направляться в архитектуру, но все равно проектировать здание я буду рисовать эскизы одежды, да. Мгм. А скажите, пожалуйста, а на ВЭФе какая была функция ваша? На ВЭФе меня пригласили президентский офис, и прямо вот с Москвы мне позвонили очень внезапно, сказали, им очень понравился мой бренд, вообще моя концепция, и в рамках поддержки брендов отечественных Дальнего Востока меня вот, получается, отобрали. А бренд называется «Иники». Инники, да. Что это означает? Это означает будущее на А. якутском. Или При этом оно вперед. пишется на латинице и Да. очень гармонично как-то так воспринимается, Да. как будто бы в этом что-то такое мультинародное Да. присутствует. Да. Интересно. То есть изначально, когда бренд создавался, он был задуман как какой-то такой масштабный проект, не локальный. Да, я всегда хотела, ну, как бы основать модный дом, как бы стремиться на международный уровень. Как раз-таки уже, когда я обучалась в колледже, я думала над этим. Мгм. А где в Китае, да, в Шанхае или где? Вот вы рассказывали о том, что все время уточняли и переспрашивали ваш возраст. Да, там в Шанхае, да, когда была, ну, во-первых, были удивлены, что Россию представляет азиатка, и все подумали, что я очень молодая, но когда узнавали мой возраст, были, конечно, удивлены. А я их, между прочим, хорошо понимаю. Вот я сейчас на вас смотрю, и такое ощущение, как будто максимум лет 19. Да нет. Обычно я такие вопросы не задаю. А сколько вам лет? 29. 29 лет? Да, 29. Уже независимая. Независимая взрослая Да, женщина. да. Более того, с семьей и с Да. детьми. Да, с Да? двумя детьми. Сколько деткам, сколько им лет? Им старшему сыну 6 лет, а младший 4 года. Ой, как здорово. Изабелла, скажите, пожалуйста, вот насколько я могу судить, люди творческие вот в таком масштабе, когда люди создают коллекции, испытывают какие-то амбиции, именно в трансляции через визуал, через образ, через облик глобальных смыслов, как правило, это люди, они не берутся ниоткуда. Как правило, это люди из каких-то довольно творческих семей, Да. тоже связанных с созданием образов. Как вы являетесь исключением из правил или нет? Нет, у меня семья, вот бабушка, мама, тетя. Мы с детства уже обожали маскарады. Новый год — это был наш любимый праздник, и всегда очень старались делать мне такой невероятные костюмы. И я помню, как мне мама с бабушкой шили по ночам, и утром я просыпаюсь, и висит там красивый уже наряд. Вот. Они меня вот с детства уже поддерживали и поддерживают до сих пор, и всегда вот продвигали, помогали мне. А мама с бабушкой профессионально этим занимались или просто как хобби? Нет, они самоучки, Мгм. то есть как хобби. И мама, ну, уже как уже профессиональная швея, мы вместе до сих пор работаем. Да, Она вам помогает на производстве? Да. Непосредственно Да. отшивается при ее помощи? да, конечно, мы коллеги с мамой, да. Ой, как здорово! А вообще значение поддержки семьи, насколько это важно вот Это- в такой реализации, как ваша? Это очень важно. Если бы не семья, без поддержки семьи, не было бы этого ничего. Как бы очень много молодых дизайнеров, которые вот сейчас учатся, у них нету такой, наверное, возможности. Мама, да, у моей мамы еще ателье было, поэтому мне было уже как бы проще создавать уже свои коллекции. Я не боялась этого.
как бы. А там какая-то интересная история была же, кстати, с лоскутками. Да, то есть у мамы взяла из ателье остатки ее тканей и создала коллекцию. И победила всероссийский конкурс Fashion Boom и получила гран-при. И также дальше участвовала на русском слэте. Это международный конкурс. Это в каком году было? Это в 2018 году, второй курс. Второй курс Да. колледжа. Да, Ух ты, ну это же очень здорово. Да. Это довольно высокий уровень. да. А потом куда эта лоскутная коллекция делась? Его раскупили. Да? Да, Из лоскутков? да. Я впервые увидела ваши изделия когда-то года 3, наверное, назад. Это была коллекция в таком национальном стиле, очень сильно в нем. Сегодня национальный колорит присутствует в ваших вещах? Да, конечно, вот как вы видите, Да. это холодай, обновленное, да, ну, вдохновленное платье холодай. Вы видите рукава такие и стойка воротник, силуэт. Да, здесь очень много других инноваций. И также мой образ — это вдохновленная рыбка и чир. А, чир. Да, Кстати, похоже же на чешую. да, вот. Мгм. Да, я всегда вдохновляюсь именно якутской тематикой, якутской культурой. И моя цель такая, что я хочу доказать миру, да, что и якутская мода бывает стильной и современной. Ну, у вас это здорово получается. То есть вы все-таки планируете сохранить, да, Да. этот колорит. А у вас еще какие-то абсолютно революционные платья, рубашки были, да? Они сейчас вообще в наличии есть? Или Есть, их да. постоянно раскупают? Они до сих пор актуальны уже сколько лет, и их постоянно, вот каждый год их просят. Да. Отшивать, да? Да, Там сложность основная в чем? Там же очень много тканей, да? да, там есть секретный крой, который только мы можем сделать. М. Да. Но при этом все равно похоже. Низ очень сильно похож на холодай. Да, И рукава, и все, Да. это очень сильно в мотиве. да. А детям еще раз сколько лет? 6,4. 6,4 годика. Да. Какими вы видите их? То есть если у вас такая преемственность в семье, то насколько вы видите их развитие также в творческом ключе? Ой, уже я вижу развитие. Мой сын говорит, он уже станет инженером, архитектором. А дочь уже говорит, что станет дизайнером. Но ей уже очень нравится одеваться. Она постоянно мне показывает моду. И каждый день она переодевает, наверное, платье 10 раз. А, да? Да, и каждый день рисует, мне кажется. Вот. Ну, конечно, когда вырастут, они сами решат, кем захотят, да. Мгм. Но я, конечно, буду их направлять в творческое направление. А вот скажите, дизайнерская одежда — это, ну, скажем так, это не масс-маркет, да? Это все равно по стоимости выше среднего. Плюс, как правило, дизайнеры предпочитают использовать ткани, например, дорогие. Почему это принципиальный момент? Почему нельзя дизайнерскую вещь сделать из чего-то такого доступного? Или Ну, можно? можно сделать. Можно. Ну, зависит от желания клиента, какую ткань выбирать. Мгм. Но когда, ну, я сама предпочитаю работать с хорошей тканью. Все-таки это имеет значение, потому что мы же работаем над вещью, прям всю душу вкладываем, а если некачественная ткань будет, то может быстро испортиться. Вот. А, в этом, да? Да. Смысл. Просто за счет того, что долговечность Да. обеспечивается Да. качеством ткани. Да. Мгм. А вот по поводу стоимости, по поводу дизайнерской одежды, почему все-таки важно, как вам кажется, уделять внимание образу? Вот образ человека — это ключ к чему? Ключ, мне кажется, к успеху в первую очередь, потому что встречает по одежке. И ну, это сразу видно, как бы, например, если вы выходите на мероприятие в каком-то, да, если вы будете одеты в масс-маркет, то вы сразу вот сливаетесь. Да? Да. То есть неуспешный. А вот есть же другой тренд, да? Айтишники его внесли во главе со Стивом Джобсом.
когда просто футболка, просто джинсы, просто кеды. И это определенное направление, довольно трендовое, довольно востребованное, так называемый casual стиль. Casual. Ну, как бы сказать, ну, от человека зависит. Таким людям, как, ну, айтишникам, им не нужно доказывать, что, как сказать, своим внешним видом, да, они своим просто присутствием уже создают какую-то ауру, что они уникальны. Своей головой, мне кажется, они это сделали, свой образ. Да, но это не ваш путь. Нет, мне как бы, как сказать, ну, casual, конечно, я могу делать, но все равно я делаю с какой-то изюминкой. Я всегда за то, чтобы создавать свое что-то уникальное. А почему? Это просто скучно? Потому что скучно наблюдать что-то такое обычное, как у всех? Или в чем вот эта потребность? Ну, наверное, те, которые занимаются производством, создают, которые масс-маркет, они в целях, наверное, просто заработать денег. А у меня больше творчество. Я хочу оставить именно след в модной индустрии, именно внести что-то новое, что-то такое сделать, чтобы оставить это. Что-то такое свое придумать. И у нас большинство российских дизайнеров, да, к сожалению, вот, копируют у других модных домов. И я очень часто езжу на различных вот конкурсах молодых дизайнеров и сразу вижу, вот, это Валентина, это Balenciaga, это была Мюглер в прошлом сезоне. Да. Ну вот это сразу все считывается, когда вот копируют. Нужно создавать что-то свое уникальное, тогда только ты можешь выйти на международный уровень и что-то оставить след свой. Ну, если изучить историю, то все дизайнеры, они свое что-то уникальное видение придумывали. Ну, причем, вот смотрите, интересно, если говорить про дизайнеров, то, как правило, дизайнер — это человек, который одет максимально нейтрально. То есть, да, вот они фотографируются с моделями, модели красивые в кутюре все с ног до головы, а дизайнер рядом, как правило, это черная футболка, черные брюки, хорошо, если классические, ну и ладно, там качественная обувь, допустим. В вашем случае как будто бы не так. Вот вы все равно уделяете внимание, да, вы там себе отшиваете специально. Любите наряжаться? Да, я обожаю наряжаться еще со школы. И я каждый день, наверное, подбирала себе луки. Я очень любила разбирать весь гардероб. И всегда ко мне советовались о том, что как сочетать, что сочетать. Поэтому я вот этот вот как стилист, да, я очень как бы развита, я считаю. Вот. И для меня как бы важно выглядеть хорошо, потому что я хочу подать пример того, чтобы одеваться важно. Одеваться хорошо важно. Да, да. Да? Особенно женщине. А вот все-таки, если вы сейчас получаете образование архитектурное, то в перспективе, например, там, через 10 лет, кем вы себя видите? Как вы хотели бы, чтобы развивался ваш творческий потенциал? Я очень мечтаю спроектировать какое-то безумное такое футуристичное здание. Вот. И я думаю, что я смогу это добиться к 40 лет, да, какой-нибудь такой классный проект получить. То есть получается, что дома моды, возможно, не будет. Да? Будет архитектор Изабелла Дардосова, которая создаст какое-то здание. Ну, будет все равно. Как хобби я все равно буду делать коллекции для души. А что показалось интереснее? Вот какой показ из тех, которые были в недавнее время, показался самым интересным и запоминающимся? И почему? Из мировой моды? Вот из ваших показов, вот мы уже перечисляли те события, в которых вам пришлось участвовать. Самое интересное, ну, мне кажется, все-таки Шанхай очень тепло там встретили нас, и там были представлены из разных стран
И мы все очень подружились, и я посмотрела, какими они техниками работают. У них у всех своя индивидуальная концепция. У каждого дизайнера, да, Да, имеете в виду? какие-то они техники используют, интересные какие-то материалы. И мне очень было интересно посмотреть на их работы. Да. И в основном были дизайнеры именно кутюрные, которые вручную создают платья. А чем вы вдохновляетесь? Понятно, что у каждого человека свой источник вдохновения. С коллекцией Дельта тоже мы вроде поняли, что вы смотрели снимки из космоса, Да. Дельты реки. А что еще дарит вам вдохновение? Что вам нравится? Ну, по ощущениям, вдохновение ко мне приходит как счастье, да, когда ко мне муза приходит, я прям вот в состоянии эйфории начинаю рисовать свои эскизы. И рисую, пока не найду именно ту форму. Ту форму, какую-то конкретную форму вы уже ищете, когда начинаете это делать? Или как вы понимаете, что это та форма? Я сначала визуализирую, например, какую я хочу, и заранее у меня уже в голове появляются образы. Да. Даже вот перед глазами в 3D-проекции появляются у меня образы. Вот так вижу. И начинаю рисовать. А бывало такое, что муза молчит? Вот вроде надо создавать, есть Да, заказы, конечно. есть спрос, а муза куда-то ушла и исчезла. Да, бывают, конечно, такие моменты. И, например, когда у меня плохое настроение, такое вот, не могу ничего создавать. И что вы с этим делаете? Медитирую, да, очень часто медитирую. Нужно побыть в тишине, какое-то время прогуляться, побегать, и сразу вот все возвращается, вот эта энергия. Ну, это здорово. Маме с еще небольшими детьми найти время для медитации, да, и для того, чтобы побыть в тишине. Это какой-то отдельно взятый квест, по-моему. Да, Как вам удается? Ну, в ванной. Закрыться в ванной? Да. Что еще вам нравится? Литература, музыка. Музыка сказали же, да? А какая музыка? Музыка. Из музыки мне нравится классическая, конечно же, или какие-нибудь такие магические, такие фолк-музыки нравятся. Они очень так влияют на, не знаю, на энергию, да? Хочется потом творить, созидать. А где прошло ваше детство? Я, кстати, даже не знаю, оказывается. Вы в Якутске? Нет, родились? я родилась в Намцах. Да, меня воспитала бабушка. Вот. И в начальном классе, в старших, точнее, классах мы переехали в город Якутск. И заканчивала уже школу в Якутске? Да. А какую школу? 20-ю. 20-я школа. Да. Отлично. Скажите, пожалуйста, Изабелла, какие планы в ближайшее время? Или, может быть, какие-то не сколько планы, сколько желания? Что хотелось бы реализовать, чтобы обязательно получилось? Сейчас, конечно же, диплом, но и хочу оптимизировать свое ателье, производство, и как-то вот выйти на производство хочется. На какое? Прям масштаб хочется? Нет, сначала, конечно, маленькое, но к этому я иду, но к этому уже еще нужно вложиться, но пока вот потихой. А вы говорили, что муж тоже помогает, да? Да, мы советуемся, он мой главный вдохновитель. Вот как раз тогда у меня нет настроения, он меня очень сильно мотивирует. Да, и он у меня очень умный. И один раз, я помню, сидела и ничего не хотела сделать. И он мне говорит: тогда бросай учебу, закрывай ателье, сиди дома. Я такая: нет. И сразу начала рисовать. Для того, чтобы вывести творческую девушку из кризиса, нужно предложить ей стать домохозяйкой. Да. Что может быть страшнее? Да. Отлично. Я желаю, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь.
А вы пожелайте себе что-нибудь, допустим, себе через 10 лет. Представьте, что вы сейчас смотрите на себя через 10 лет, пожелайте что-нибудь ей, вот той, в будущем. Всегда действовать и не останавливаться. И не останавливаться. Да, надо действовать, несмотря ни на что. Да, тогда только можно, наверное, добиться успеха. Да. Ну, отлично. И теперь осталось только услышать от вас пожелания для тех, кто нас видит, и может быть, кого-то ваш пример вдохновляет, потому что у нас же очень много творческой молодежи, ребят, которые обладают художественным видением, которые точно так же хотели бы покорять мир, да, создавать свой бренд. Вот для них, пожалуйста, ваше пожелание. Конечно же, нужно делать от всего сердца, и нужно стараться создавать что-то именно свое, найти свою концепцию, найти свое видение и подарить миру свой именно уникальный стиль. В этом и, мне кажется, заключается успех дизайнера. Отлично. Я вам тоже желаю, чтобы вы свой стиль нашли совершенно определенно. Он такой яркий, необычный, очень говорящий. Я желаю, чтобы этот стиль вас не оставлял. Чем бы вы ни занимались, архитектурой, одеждой, вдохновляйтесь и вдохновляйте нас. Спасибо.